Сделать будни на пенсии яркими и активными и продлить свою жизнь. Именно над этим работает мой социальный центр. Один из таких расположен в селе Новое Атлашево Чебоксарского муниципального округа. Когда нам сказали, что открывается социальный центр, мы были очень рады и все время говорили, когда же для нас этот садик откроется. Мы сюда как домой приходим. В одном клубном пространстве есть все для вовлечения старшего поколения в активную жизнь. Тихая гостиная, место для встреч с интересными людьми, отдыха, шахматных и шашечных турниров и настольных игр. Кто проиграл, я попутно снимаю. Но это интересно же. Одна кукарекает, другая пляшет, другая приседания делает. У нас это правила моментально не придумываются. 4,5. 5. 5,5. В комнате напротив, в спортивном пространстве, есть все для того, чтобы заниматься танцами и физкультурой, будь то фитнес, аэробика или адаптивная гимнастика. А еще каждое утро здесь проводят зарядку. Упражнения на дыхание. Руки вперед. Раз, два, в сторону, 4. Помимо легких упражнений есть и те, над которыми приходится попыхтеть. Вот зеркало, Галя, вот зеркало. Возвращаем положение. Локоть, шагаем. За стенкой расположился компьютерный класс, где люди серебряного возраста учатся финансовой грамотности, знакомятся с компьютером, в частности, с порталом Госуслуг. Через компьютер мы записываемся, через госуслуги записываемся мы в больнице к специалистам. А так время проходит, в очереди вставать, ходить туда надо. А через госуслуги легче. А еще мы в свободное время играем игры на компьютере. Самые разнообразные и креативные идеи воплощаются в жизнь в творческой мастерской. На данный момент мы сейчас вяжем дракош и петухов. Курицы. Куриц сейчас мы делаем. И вот дракош. И дракошек в данный момент. Это зайчики делали. Это в том году делали. Каждый год стараемся вязать символы года. Вяжем. Следующий год будет у нас год дракона. Уже мы начали дракош вязать. Мы вяжем для друзей, вяжем для родных и подарки делаем. Помимо вязания, рукодельницы здесь собираются вместе, чтобы научиться вышивать, мастерить из бисера, создавать кукол и элементы национального костюма, а также поделиться опытом. Пьем чай здесь, делимся информацией, кто чего там узнал, кто что узнал, какие новости есть, рецепты, кто какие пироги делает, какие салаты. Но следующий зал – это у нас актовый зал, где можно посмотреть фильмы в этом зале, а также проводить творческие вечера, познакомиться с интересными людьми и, соответственно, пообщаться. В республике есть еще 7 таких центров, от Алатыря до Ядрина. Но это первый офис, который открылся на селе. Сюда могут приходить пожилые не только из Чебоксарского, но и из других близлежащих округов. Все занятия здесь бесплатны. Этот центр, можно сказать, стал центром притяжения. То есть они по утрам, у них есть расписание, 9 часов у них физкультура,
Кроме этого, значит, и другие занятия, ну, с 8 до 3 вечера. Ежедневно, можно сказать, ходит 20-25 человек. Все это лишь малая часть возможностей центра, ведь на деле каждый желающий может организовать здесь свой клуб по интересу. Наши же родители ничего такого не видели. Дети уже у нас выросли, даже внуки выросли уже, за ними ухаживать не надо. Как раз вот здесь время проводить. Дача, да, вот это центр. Самое главное событие для нашей жизни. Я себя почувствовала как-то нужной даже. Что-то куда-то хочется все равно, куда-то ездить хочется, куда-то вот травы собираем, потом сами что-то заварим, чай пьем. Лекарственные травы же собираем мы тоже. Это тоже очень интересно. А так желание, не знаю, вот душой я на самом деле я сбросила лет 5, наверное. Также пожилые люди могут путешествовать по родным краям и узнавать о них много нового. Все это бесплатно в рамках проекта «Социальный туризм». Он включает в себя несколько направлений. Пеший туризм – это люди ходят, скандинавская ходьба. Водный туризм – это водные прогулки в различные города. Не обязательно в Чебоксарах, мы и в соседние республики ездим. Автотуризм – это посещение святых источников, экскурсии делаем. Виртуальный туризм, у нас был он актуален во время пандемии. Мы организовывали группы. Что мы посещаем, вот эти места мы выкладываем. И уже получатели, которые не в состоянии выехать вместе с нами, они смотрят. Людмила Крючкова – одна из активных участников пешего туризма. Вместе с группой единомышленников она занимается зарядкой на свежем воздухе и участвует в различных флешмобах. Люблю больше всего заниматься физкультурой в центре. Ходим мы в Дубовую рощу заниматься гимнастикой. Бываем в Дорис парке. Это укрепляет здоровье, поднимает настроение. Всегда ты в хорошем настроении. Поднять настроение пенсионерам помогает и поездки по туристическим объектам республики, ведь это прекрасная возможность познакомиться с природными жемчужинами родного региона и его культурным наследием. Мы сами выбираемся в интересные места, на залив, на Красную площадь. Мы приходим к вечному огню, возлагаем цветы, это у нас такое памятное место, мы здесь часто довольно бываем. Всего за первое полугодие 2023 года в рамках проекта «Социальный туризм» было проведено 30 экскурсий с охватом более 500 человек. Мы были, например, в Цивильске, мы были в Мариинском посаде, потом мы ездили в Козьмодемьянск. Это, правда, уже соседняя республика. Но и за пределами региона мы тоже бываем. Одна из первых моих поездок – это была поездка в Татарстан. Мы ездили в Казань, очень познавательная экскурсия была. Потом мы ездили в Шереметьевский замок, было тоже очень интересно. И в республике тоже очень интересно. Например, в Мариинском посаде я узнала, что, оказывается, когда-то очень давно этот город, который тогда еще назывался Старый Сундырь, по-моему, он претендовал на звание столицы Чувашии. Поэтому для меня это очень интересно, меня прям вдохновляет. Долгожителей в Чувашии становится все больше. Только за последние 3 года число людей, отметивших свой вековой юбилей, выросло на 35%. Это исторический максимум для региона. Не только прожить долгую жизнь, но и ощутить всю ее полноту, больше путешествовать, найти новые знакомства, получить яркие, незабываемые эмоции помогут в комплексном центре социального обслуживания населения.